Assalamu alaikum, efirde netice programması bugün dekabrның 6-сы Cuma күні студияда sizler için men Elmaz Hasan çalışan. Soyunmağa mecbur etip terrorizmde xabatlağanlar Xarımның memoriya sınırında Nevbeteki Yaxalanov işgalcilerinin sözde Armyansk sınır keçişinde Rusiya hüviyetçileri 3 saattan ziyade Qırım tatarı Nuri Jaferovni tutkan. O yaramağan son onu acele yardım hastahanege alıp ketken. Şimdilik o Ermeni Bazar şehrinin hastahanesinde alıp ketilgenini belli. Вызвали главного, главный сказал, это уже где-то 4 часа в общем прошло, главный сказал, он у нас, 10-15 минут он выйдет, мы его отпускаем. А до этого, я смотрю, заехала скорая. Я что-то почувствовал, не то подошел, скорая выехала, я подошел узнать, что случилось, что в скорой. Они сказали, что мой отец. Я поехал за скорой, отец рассказывает, что его заставляли раздеться, говорили, что он террорист, узнавали, кто его сестра, кто ее мать, где сестра. То есть вот так заставляли раздеться, говорили, террорист, спрашивали за сына, за меня, что он делает, спрашивали, намаз читает, не читает. У отца спрашивали непосредственно, то, что он читает или нет. То есть отец ехал на территорию Украины за кроликами, хотел приобрести несколько кроликов. Он планировал выехать на территорию Украины из Крыма, где был задержан сотрудниками пограничной службы. Продержали его больше 3 часов, стали его обвинять во многих преступлениях. Якобы он из ИГИЛ состоит, якобы другие какие-то связи. Забирали у него мобильные телефоны, долгое время держали у себя, отпечатки пальцев сняли, давили психологически, довели человека до такого нервного срыва, что ему стало очень плохо. Вызвали скорую, не давали звонить ни адвокатам, ни родственникам, сообщить, где он находится. И после этого, уже когда скорая приехала, скорая его госпитализировала в больницу города Армянска. İşgal etilgen Qırımğa menlik marşı mecliste zorbalıksız ve barışık aksiyaya başlatılığını ilan ettiler. Marş iştirakçıları Ukrayna'nın ana toprağından Rusiya işgali altında bulungan yarımadağa jayaf yol alacak. Tafsilatlıca levhamızda. Işgal etilgen Qırımğa menlik marşı mecliste Rusiya işgali altında olgan yaramadağa yürüyüş hazırlaylar. Memoriya sınırına geçmek için aksiya iştirakçıları Ukrayna ana toprağından yol alacak. Ama tam yeri da belgilenmedi. Meclis reisi Rifat Chubarov aytkanına göre böylelikle Rusiyanın halkara mahkemeleri kabul etken kararını becertmege mecbur edecek olalar. 2017 senesi Birleşken Milletlerinin halkara mahkemesi Rusiyanın meclisini yasak etken kararını lag'vo etib halk liderlerini vatanga keçirmege havale etken edi. Bugunga qadar tejavuz devleti bu qararlarni becermedi. Ми сьогодні визначаємо мету міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» як бажання сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації в реалізації ними прийнятих ними рішень. Ми ж не йдемо на смерть, ми йдемо по своїй землі до себе додому. Qırım tatar faallari ersene işgal etilgen Qırımğa kirmek için intiluvlar yapa. Böyle intiluv gelecek sene fevralının 26'sında da yapılacak. Aksiya iştirakçıları işgal etilgen Qırımda olabilgen Yaxalanov ve takiplerden korkmayıq dey. Я не затримания боюсь. Я боюсь остаться здесь. Я хочу вернуться в Крым и доживать свою жизнь в Крыму. Ilmi Umerov qayd etkenine göre Ukrayna o'z misalinde dunyoga o'z topragı için nasıl kuresh alib barmoqni ko'rsatmeli. Украина в последнее время делает, с моей точки зрения, не совсем правильные шаги. Это возобновление торговли со страной-агрессором, с Российской Федерацией,
газ, электроэнергия, вода, ловля рыбы. Это не должно происходить. Украина должна другим странам пример показывать, как нужно бороться за свою территорию. Зорбалықсыз ве барышық акцияға юқары шура депутатлары, Бірлешкен Миллетлер, ОБСЕ ве дигер халқара тешкілетларынан темсілжілеріні қошылмаға чағырдылар. Меджлис янында маршны тешкіл етежек штабта чалышы башлады. Бір қачай девамында азырлықлар алып барылacak. Виктория Козып, Ислам Пинка, Zaman, АТР. Біз смытлы хақырымны ве Донбассны азат етерік бұл бұзым топырағымыз. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский арбих уветлер күніне бағышланған видео мұражатында айты. Оның сөзлеріне көре да 5 ел евелсі Украин ордысы дармадағын олып тежавузға қаршылық көстермеге азырды келеді. Шымды есе Украин ордысы күтшілі. Украина топырағының бүтінлігі ве Тейлмемізлікке кефалет ола біле. Бөле күчнен Украина шарқындаки женкны битермеге, işgal етілген топрақларыны қайтармаға ве эсир украинлеріні азат етмеге ярдым ете біле. Сьогодні ми набагато міцніші. Ми загартовані, досвідчені і так само незламні. І сьогодні весь цивілізований світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих. І ми обов'язково повернемо наших людей та наші території. Донбас – це Україна. Луганськ – це Україна. Крим – це Україна. Украина арбилеріні Зенат байрамынен хайырламақ үшін президент Жеббеге барды. Сукунет Дахасынен арбилер ве девлет yolbaşçısı Украинаны имае етіп елі ақылғанларыны анды. Зеленский Украинаның силялы құветлері НАТО стандартларыны уймасы үшін елінден келгенini yapmaға işandırdı. Державу, яка не підтримує та не турбується про свою армію, ніхто ніколи не буде поважати. Тому ми зробимо все, щоб втілити у життя такі дуже необхідні зміни для Збройних сил України. Будемо не словами, а справами наближати їх до стандартів НАТО. Ми маємо постійно розвиватись, зміцнювати нашу боєздатність та зміцнювати нашу підготовку. Всі ви повинні відчути, наскільки сильно ви, саме ви, потрібні державі та кожному українцю. 3 saat devam edecek Normand dörtlüğünün liderleri koruşuğunun kum tertibi belli oldu. O Parij'de dekabrinin 9'unda Kiev vakti ile saat 17'de başlanması közde tutulan. Bunu Almanya hükümetinin temsilcisi Ulrike Demir haber etti. Sammitin evvel Angela Merkel, ayrıca Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy ve Rusya prezidenti Vladimir Putin ile müzakere geçirecek. Evvelsi Европейская solidarность firkasından deputat Alexey Goncharenko, sammitin evvel Zelenskiy ve Putin ile yüzme-yüz görüşecek degenedi. Lakin resmi şekilde bu malumatını kimse tasdiqlamay. Bu sammitten ne beklemekni Moskvadaki maxsus muhbirimiz Alexander Podrobeynik anlatan. С точки зрения Москвы, успех парижской встречи – это встреча президентов Украины и России, а не решение практических вопросов, на что надеется президент Зеленский. Тут надо ясно понимать, что Москву абсолютно устраивает нынешняя ситуация неопределенности, нерешенности конфликта. Именно в такой ситуации Москва может продолжать манипулировать своими боевиками на востоке Украины и шантажировать Киев угрозами эскалации военных действий. Так с какой стати Путин пойдет на урегулирование конфликта, который создавался так долго и с такими усилиями? Поэтому, если даже Зеленский и пойдет на какие-то уступки, то Москва выдвинет новые условия, заведомо неприемлемые для Украины. У встречи в Париже может быть только одна реальная цель – демонстративная, пропагандистская. Москва хочет показать свою готовность к переговорам и миротворческому процессу, а Киев – продемонстрировать всему миру неспособность Москвы решать вопрос по существу. И не стоит забывать еще об одном важном значении нормандского процесса. Он оставляет за рамками всех обсуждений вопрос о Крыме.
Как, вероятно, и было задумано с самого начала, экспансия России на востоке Украины призвана изменить политическую повестку дня и под угрозой еще больших неприятностей заставить мировое сообщество вспомнить политику умиротворения и навсегда забыть о том, что в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым. Ахмезжитте ишгалчилер махкемесі Украиналы файл Олег Приходьканы келечек сене февральнен онна хадар апысты қалдырды. Оны октябрьнен онда тұтып теракт азырламасы ве патлав алеті ясамасында хабатлап апыске алдылар. Санкедерсін осақ шейір мемориеті бинасыны патлатмаға ниетлене екен махкеме топлашывы хапалы режимде кечірілді. Умыр арқадашы ве қызыны біле салонға кечірмегенлер. Олег Аркадьевич в своем выступлении сказал, что он является гражданином Украины, что он требует применения к себе норм международного права, в частности 4-й Женевской конвенции. Он сообщил о том, что его уголовное преследование является военным преступлением, и рано или поздно те, кто осуществляет такое преследование, будут отвечать в международном трибунале. Нам отказывают в свидании, мы не видели отца уже 2 месяца. Думали, хотя бы здесь в суде его увидим. Но также это все несправедливо, ничего нам не дали. Это единственное, что машина подъехала, и мы его видели хоть через сетку. Мы его все любим, поддерживали и будем поддерживать. Мы будем бороться и будем стоять, потому что это все несправедливо и нечестно. Кырым ишгалден азат этилүү маселеси ОБС язалары олган девлетлеринин тыш ишлер назиры шурасынын топлашуунун сонунда декларацияга кирсетип, русларынын провокацияларына уймабага чагырды. Böyle çağırımını meclis reisi Rifat Çubarov seslendirdi. Slovakiyanın paytaxtı Bratislавада tış işler nazirlerinin 2 kunlik toplaşığı geçirildi. Rusiya EYT ise sonunda kabul edilecek deklaratsiyaga işgal etilgen Ukrayna yarımadası hakkında hatırlamalarını kirsetmemege talap etti. Rifat Çubarov OBSE'ye Rusiya delegatsiyasının провокациясына kulak asmamaga rica etti. У зв'язку з цим від імені Вищого представницького органу корінного народу Криму, Меджлісу кримсько-татарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ держав-учасниць ОБСЄ не піддаватися на шантаж російської делегації. Закликаємо включити питання деокупації Криму в загальнополітичну декларацію за підсумками 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Украина Тышышлер Назирлиги Русетти Жавузжи Девлет Энверсейт Усмановға ухкум чыгарганына каршы наразылык билдирди. Биянатта Кырым татарынын кабаты избатламаганына бакмадан уна низбеттен уйдурулган жинай иш ачылды. Бөле мисалнен Русия антитеррористик кануны саясий репрессиялар үчүн куллана. Нашу особливу стурбованість викликає системний характер практики репресій та залякувань кримських татар. Росія намагається здійснити чергову, на цей раз гібридну депортацію кримських татар з Криму. Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Кырым бирдемлиги башлаткан оларнын сесі ол лейхасы черчевесинде саясий мабуслер акында тариф эткен инсанлардын сайысы эп чоклаша. Кеченлери мабуслерге кол тутуп сөзлерини Кырым Хабер ажансынын Түркиядеги бөлүгүнүн жол башчысы Айдын Таш айтты. Эркезни бу лейхага кошулмага чагырды. Kırım 5 yıldır Rus işgali altında ve bu süre zarfında evlerinden, yurtlarından koparılan insanlar zorla Rus zindanlarında tutuluyorlar. Bu insanların sesini duyurmak için ben de bu flash mob'a koşuluyorum ve sonuna kadar onların sesi olmaya devam edeceğim. Халқара себейді танув Фелемен Акимиеті инсан ақлары ләлесі адлы мукафатнен қырымлы адвокат Лиля Гемеджіні тақдірледі. Тантаналы тәдбір Киевде олып кечті. Бұл мукафат 2008 сенесі тішкіл етілді. О құқ имайжелерге берілі. Құсусан инсан ақларыны қорчалағанларға бұл сене Украина тарафындан 2 инсан бұл мукафатқа наил олды. Екінші мукафатның сайыбы Одессалы фаал Виталий Устименко.
Для меня в первую очередь это награда, это позиция солидарности, акт поддержки всему крымско-татарскому народу, который сегодня в Крыму остается и продолжает бороться с той несправедливостью, с той репрессивной машиной, которая запущена против моих соотечественников. И для меня эта награда в первую очередь вручена не лично мне, а всем моим коллегам, всем активистам крымской солидарности и всем тем правозащитникам, гражданским журналистам и активистам, которые находятся под уголовным преследованием. Bu da Hadan Netice programması sonuna yetti. Hepinizge hayırlı akşamlar dileyim. ATR'den ayrılmanız.